Мать и дочь погибли в огне. В батарее крик, ор. Так и услышали. Квартира на 6-м этаже выгорела полностью. То ли брат, то ли дядя уснул с сигаретой, и произошел пожар. Что стало причиной смертельного пожара и был ли шанс на спасение? О причинах и деталях трагедии расскажет Дмитрий Аренин. На стройке нужны специалисты, но выпускники не могут или не хотят работать по профессии. Ввиду того, что там тяжело работают, климатические условия там. Депутаты Госсовета обсудили, как удержать молодежь. Расписано, то есть, куда каждый выпускник какого учебного заведения должен идти. Какие меры помогут решить кадровый кризис, выяснял Рамиль Шайдуллин. Бегемотиха Захария борется за корону первенства. Она у нас женщина очень своенравная, очень такая характерная. Как поддержать нашу красавицу весом в 3 тонны, расскажем в нашем материале. Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. Смертельный пожар произошел этой ночью в Казани. В своей квартире на улице Гаврилова погибли мать и дочь. 6 соседей эвакуировали приехавшие спасатели. Возгорание произошло в 4 часа утра на 6-м этаже 16-этажки. Огонь объял квартиру площадью около 40 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно причина пожара – неосторожность при курении родственника. Подробнее Дмитрий Аренин. Сегодня в обесточенной, обгоревшей квартире на Гаврилова родные и знакомые погибших разбирают немногочисленные уцелевшие вещи. На полу осталась посуда, а в прихожей много обуви. Я узнала 6:30 утра. Лилия Федорова хорошо общалась с семьей. Как она рассказала, здесь жила ее 41-летняя подруга со своей 12-летней дочерью. Их тела без признаков жизни нашли спасатели во время тушения огня. Для меня это вообще очень трагично. Вообще, вот я пришла, я была вообще удивлена, то, что вот так все произошло. Она работала поваром. Дочка очень хорошо училась. Она училась на одни 5. По данным МЧС, пожар в 16-этажке произошел около 4 утра. Когда спасатели приехали, из окна 5-комнатной квартиры на 6-м этаже валил дым. Огнеборцы потушили возгорание на площади около 40 квадратных метров. Из соседних квартир эвакуировали 6 человек, в том числе 2 детей. По батарее стучали. В батарее крик, ор. Так и услышали. Пожарные по этажам прошли. Вот хорошо, что они сразу принялись стучать в двери. По данным МЧС, в пожаре больше никто не пострадал. Как рассказали соседи, у погибшей женщины остались пожилая мама и взрослый сын. Бабушка хорошая. Там еще бабушка была, да? Бабушка живая. Старший сын со своего только пришел. То есть по ранению он пока тут лечится. Предварительно причиной пожара стало курение дяди погибших. В это время он был в квартире и смог выбраться из огня. На месте работали 24 специалиста и 7 единиц техники ведомства. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. Главное управление МЧС России по Татарстану напоминает: не кури в постели. Место для курения оборудуй пепельницей. Убедись, что потушил сигарету. На месте трагедии сегодня весь день работали следователи. Точные причины возгорания сейчас устанавливают. Им предстоит ответить на главный вопрос: что же привело к трагедии? Как нам сообщили соседи, тела погибших нашли в коридоре. Возможно, дочь пыталась вытащить маму, но обе надышались угарным газом и встать уже не смогли. Напомню, в ноябре прошлого года 10 человек смогли спастись из горящей 3-этажки в Пестрецах. На прошлой неделе в Елабуге погибли 2 человека. Загорелся кирпичный гараж, в котором жили мужчины. В Васильево огонь в многоквартирном доме унес жизнь человека и оставил без крова сразу 8 жильцов. Дмитрий Аренин, Гульнас Сайфудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Тела 4 молодых людей нашли в 5-этажке на улице Гарифьянова в Казани. Тревогу подняла соседка этажом ниже, когда ее квартиру стало заливать водой. 3 из погибших были студентами, 1 безработный. По словам соседей, жители съемной квартиры их никак не беспокоили. Сегодня на место прибыла даже аварийная газовая служба. Кому-то из соседей показалось, что в подъезде пахнет газом. Однако утечек не обнаружили. По факту гибели парней возбуждено уголовное дело. Что стало причиной смерти и какое вещество нашли в квартире? Подробности смотрите в программе «Вызов 112» сразу после выпуска новостей.
Из-за тумана Казанский аэропорт сегодня утром не принял 6 рейсов, задержал вылет 3 самолетов. Предупреждение об ухудшении погодных условий распространил Гидрометцентр республики. Существенных осадков синоптики не обещают, на дорогах гололедица. Все вокруг покрыто инеем, что создает зимнюю атмосферу. Ночью похолодает до минус 16 градусов, завтра днем воздух прогреется до минус 8. В ночь на среду столбик термометра опустится до минус 18. Днем без изменений. Татарстан находится в поле повышенного атмосферного давления, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Строительная отрасль Татарстана под угрозой острого кадрового дефицита. Через 5 лет республике потребуется 18 тысяч специалистов. Казалось бы, проблема должна решаться естественным образом. Колледжи и вузы республики выпускают по 13 тысяч специалистов ежегодно, но примерно 70% выпускников не доходят до строек. Почему и что делать? Ответ искали депутаты на выездном заседании Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Оно прошло в стенах Казанского строительного колледжа. О чем договорились, расскажет Рамиль Шайдулин. Каменщики, плиточники, монтажники, этих специалистов особенно не хватает в стройотрасли Татарстана. Но прямо в эти дни этот вопрос решается в учебных заведениях республики. Здесь свои навыки оттачивают студенты Казанского строительного колледжа. Кто-то кладет плитку, кто-то собирает неметаллические конструкции, кто-то уже строит свою карьеру буквально своими руками. Один из них, студент 3-го курса Анвар Халиулин, учится на специалиста по неметаллическим конструкциям. Для меня очень интересно то, что я работаю руками, то, что вся ответственность на мне. В колледже больше 1700 студентов. В прошлом году выпустили почти 400 специалистов. В этом планируют больше 500. Всех обучают не только теории, но и практике в условиях, приближенных к реальным. Скажем, санузлы, обычно это все делают. Такие помещения мы обучаем. И они это проходит, чтобы у них, когда приехали на реальный объект, чтобы у них там не было я это не могу, я это не сделаю. То есть они они уже готовы к таким уже работам. Коллеги, добрый день. Однако не все так гладко, как хотелось бы, говорят депутаты Госсовета. Несмотря на то, что вузы из СУЗа республики, среди них КНИТУ, КФУ, Энерго и строительные университеты, выпускают по 13 тысяч специалистов ежегодно, лишь 20% из них остаются в профессии. Казалось бы, мы более-менее должны кадровые проблемы решить, но, к сожалению, не все выпускники идут в строительную отрасль ввиду того, что там тяжело работают, климатические условия там, хотя зарплаты уже очень стали высокие в последние годы. Поэтому вот ту нишу не хватающую приходится нашим подрядчикам решать через привлечение иностранной рабочей силы. На заседании предложили несколько инициатив. Увеличить стипендии, компенсировать стоимость аренды жилья, вернуть наставничество, а также вернуться к опыту нашей страны 40-летней давности. Целевые договоры, когда выпускников распределяют по рабочим местам. Там четко было расписано, то есть куда каждый выпускник, какого учебного заведения должен идти на предприятие, на закрепленное предприятие. И таким образом нужно сегодня то же самое сделать, чтобы когда выпускник учебного заведения, он был гарантированно трудоустроен. Одна из ключевых проблем – возраст выпускников. Ребята получают дипломы в колледжах в 17 лет, когда официально работать еще нельзя. Дело в том, что обучение сейчас длится 3 года, тогда как раньше было 4. За год чем они будут заниматься? Естественно, он ничем не организован, но куда угодно может пойти человек, куда угодно. То есть мы потеряем этих выпускников. Поэтому нужно внести изменения в законодательство, говорят депутаты, снизить возрастной порог, разрешающий работать в строительстве. Реакции федеральных органов ждут в мае. Рамиль Шайдулин, Игорь Роман, ТНВ, Казань. Уровень безработицы в Казани достиг рекордно низких показателей – 0,18%. При этом предложений на рынке труда становится больше. На каждого соискателя приходится до 11 вакансий. Чаще всего специалистов ищут в сферы производства, строительства, транспорта и логистики. Острый дефицит в торговле, меньше 2 резюме на вакансию. В сервисах доставки и медицине не более 4. В то же время средняя зарплата по заявленным вакансиям выросла до 72 тысяч рублей. По итогам прошлого года, благодаря службе занятости, работу нашли почти 5000 человек. По национальному проекту «Демография» бесплатно переобучились еще около 3000. На совещании мэр города выразил надежду, что новые федеральные программы помогут в подготовке квалифицированных кадров. Рабочие руки, специалисты, профессионалы как никогда востребованы.
Отрадно, что в рамках национального проекта «Кадры» четко определены и начнут формировать прогноз кадровой потребности экономики на 5-летнюю перспективу, как для работодателей, так и для образовательных учреждений. Такую задачу поставил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. 21 февраля в ДК «Химиков» состоится ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей. В прошлом году работу нашли 14 человек, еще 10 прошли переобучение. 2 выделили субсидии на открытие собственного дела. С этого года за трудоустройство ветеранов спецопераций и членов семей погибших работодатель получает господдержку. Им частично возместят расходы на оплату труда. Рустам Минниханов сегодня находится с рабочей поездкой в Москве. Здесь он встретился с президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Игорь Артемьев рассказал Раису о ключевых направлениях деятельности. На встрече отметили благоприятные предпосылки для развития сотрудничества со странами исламского мира. Также обсудили создание биржи БРИКС. Такое поручение дал Владимир Путин на саммите в Казани. Ключевой площадкой может стать столица Татарстана. Масштабные мероприятия, посвященные Дню российской науки в Татарстане, продолжаются. Завтра состоится церемония награждения лауреатов премии «Научный прорыв». Сегодня же в Академии наук перед студентами и школьниками выступили известные российские популяризаторы науки. На научном лектории «Просто о главном» они рассказали, что наука – это не только интересно, но еще полезно для общества и прибыльно для ученого. Кто уже выбрал научную стезю и как подогреть интерес, узнал Дмитрий Аринин. Мыл, мочки ушей, да, потереть. Казанский школьник Илья Алыкин уже научился оказывать первую медицинскую помощь и в будущем хочет стать врачом и ученым. Хочу в будущем связать свою жизнь с медициной, да, вот именно прям живу, можно сказать, практически этим. Сердечно-сосудистые заболевания, онкохирургия в том числе, то есть эти направления сейчас, и они в принципе уже развиваются, но естественно это нужно дальше развивать. Марьям Мухамадеева из Казани сейчас заканчивает школу, мечтает стать программистом и заниматься искусственным интеллектом. Я сейчас, вот, допустим, на кружок программирования хожу, там я учусь делать веб-сайты, приложения. Также учусь дизайну. В Китае разработали новую искусственную сеть. Мне бы хотелось, чтобы и в России такое появилось. Возможно, я бы тоже этим занималась. Во-первых, будет гораздо интереснее жить, а во-вторых, вы сможете сделать гораздо больше. Наглядно показать, что наука – это интересно и полезно, в Казань приехали известные российские популяризаторы. Представители научных центров рассказали, сейчас в стране импульс получили все направления. Дети у нас хорошие, хочется, чтобы все-таки они шли именно в науку, в область, где можно открыть что-то, а это самое приятное, что есть у человека. Открыть для себя, для всего человечества что-то, что она не понимала. Последние 2-3 года наука стала нести не социальную функцию, просто раздать деньги, и неважно, что ученые делают, потому что можно пойти куда угодно за границу, купить готовые изделия, готовую технологию. Сейчас этого ничего нет, и ученые стали востребованными. Те ребята, которые выберут науку в качестве своей будущей профессии, они точно будут жить в очень интересное время и точно будут востребованы. И с точки зрения интересной работы, и с точки зрения зарплаты. Татарстан – один из лидеров научно-технологического развития среди регионов страны. Минувший год в республике прошел под знаком науки и технологий. Появилась долгосрочная стратегия развития этой сферы. Год научно-технологического развития в прошлом году в республике и в год 10 лет науки и технологий, который Владимир Владимирович Путин объявил в Российской Федерации, было очень много проведено мероприятий в рамках научно-технологического развития и стратегии, и национальные цели, приоритеты. И самое главное, в декабре принято 19 национальных проектов, в марте месяце еще 20-й. И вопрос кадров встает на первое место. Мероприятие, посвященное Дню российской науки, продолжится завтра. В IT-парке имени Башира Рамеева представят выставку достижений наших исследователей. Также состоится церемония награждения лауреатов премии «Научный прорыв». Дмитрий Арин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Мы продолжаем нашу рубрику «На службе Отечества». Она посвящена объявленному в России и Татарстане Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Сегодня познакомим вас с Вильямом Петровичем Барабановым, жителем блокадного Ленинграда. Бомбежки, голод, холод, потери близких, детский дом и эвакуация. Все это оставило неизгладимый след в его памяти.
пройти тот страшный путь, когда с сестрой знали мы, что маму не вернуть, как и другим ребятам Ленинграда. Эти строки Вильям Барабанов написал после окончания Великой Отечественной войны. В них чувство потери, голода и холода, с которыми он столкнулся в блокадном Ленинграде, будучи 7-летним мальчиком. Папа тогда работал инженером, собирал военную технику для фронта. Мама была главным психиатром области. Мы вдвоем с сестрой были. Ночью проснешься и начинаешь считать. 1, 2, 3, 4, 5, 60 минут прошла. Когда настанет утро, и когда ты получишь кусочек хлеба. Вот это вот ощущение тоже до сих пор остается. Чувствовал, что спать не мог. Был, есть хотел. То, что мы ели в Ленинграде, это было так трудно описать. Там столярный клей, клейстер от обоев. А еще бесконечные бомбежки, разруха и разлука. В таких условиях жители города находились 872 дня. Идет человек, зашатался, и он просто приостановился и упал. К нему подходишь, он мертвый. Все и дети в то же время вышли, все на улицу снег сгребать. Поднимаешь снег, пласт, а там мертвый человек. Может быть, с осени, может, с зимы, может быть, не так давно. Проезжали машины, мы в машины клали тела и их возили. В марте 42-го маленькие Вильям и Ариадна теряют маму. Под бомбежками через Ладогу их эвакуируют в детский дом Пензенской области. В 45-м году их находит отец, и семья переезжает в Казань. Всю жизнь Вильям Барабанов посвятил науке. В КХТИ он работает более 70 лет. Прошел путь от студента до проректора. Написал около 1000 научных работ. Подготовил 53 кандидата наук. Сейчас ветерану 92. Он до сих пор в окружении студентов возглавляет исторический совет вуза. У меня здесь семья, у меня здесь ученики, у меня здесь дела. Меня иногда спрашивает вроде, долго ли вы будете работать еще? Но я говорю, ну пока я знаю, что я нужен, что ко мне вот стоят, вот ожидают, я здесь работаю, значит, я еще нужен. Барабанов Вильям Петрович, доктор химических наук. 31 января Рустам Минниханов вручил Вильяму Барабанову медаль 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас ветеран мечтает встретить 9 мая. Наша задача, те, кто еще осталось нас немного, чтобы рассказать вот нынешней молодежи, что пришлось пережить. Сирина Васильева, Альбина Минаева, ТНВ, Казань. На этой неделе исполнится 200 лет со дня рождения Каюма Насыри, выдающегося татарского ученого, педагога, филолога и этнографа. Его называют основоположником современного татарского литературного языка. Он создатель первого татарского толкового словаря. Личность Насыри известна в масштабах всей страны. Подробно об этом рассказано в новом фильме о его жизни, который называется «Соединяющие миры». Премьера картины в день рождения Каюма Насыри 14 февраля на телеканале «Культура» в 19 часов 45 минут. Экспертами киноленты выступили татарстанские ученые, сотрудники музеев, журналисты, духовенство. Несмотря на мировую известность, считается, что труды Каюма Насыри, как и его личность, остаются недооцененными. Его наследие не изучено до конца. Причина – нехватка специалистов, способных работать с его трудами, написанными на старотатарском. Рамиль Шайдуллин разбирался в вопросе. В нашей экспозиции хранится довольно дорогой сердцу экспонат. Это часы-хронометр, круглые часы-хронометр, с помощью которого Каюм Насыри чертил свои карты. Сегодня это технологии прошлого, но и по нынешним меркам сложное инженерное устройство. Оперировать такими часами мог только человек, погруженный в науку. С их помощью Каюм Насыри составлял географические карты, которые использовали в вузах России, и одну из первых карт для мусульман с направлением Мекки для совершения намаза. Здесь же, в музее Каюма Насыри, личные вещи и рукописи педагога, лингвиста, этнографа и основоположника современного татарского литературного языка. Он убрал все-таки из того периода татарского языка арабизмы, академизмы, фарсизмы, упростил, сделал его более литературным языком.
и, конечно, внес огромный вклад в развитие татарского языка, науки и культуры в целом. Несмотря на неоценимый вклад, труды Насыри до сих пор изучены не до конца. Причина, по мнению ученых, нехватка специалистов. В фондах архивов и библиотек хранятся рукописи Насыри, но чтобы понять старо-татарский язык, знать нужно не только арабскую графику, но и фарси и турецкий. А такие специалисты всегда были редкостью, особенно в советское время. Они написаны на арабской графике, и до 90-х годов не было, наверное, возможности исследовать этих трудов, потому что на кириллицу переведены в основном его литературные произведения, а вот по языку словари тоже не переизданы его. Поэтому, я думаю, это перспективное направление. Специалисты считают, переосмысление требует не только творчества, но и сама личность Каюма Насыри. Долгие годы его представляли как человека далекого от религии, даже антирелигиозного. Однако современные исследования доказывают обратное. Вот этот образ, который был создан советскими литературоведами, образ вот такого безбожника Каюма Насыри, который не соблюдал нормы ислама, курил, еще что-то там. На самом деле это не так, потому что вот завещание, которое у нас хранится в Центре письменного наследия Али, оно говорит о том, что это значительная сумма, там, по-моему, свыше 1000 рублей, он оставляет на дела религии. Наследие Каюма Насыри ждет новых исследований, его труды, перевода и осмысления. Ученые уверены, они смогут многое рассказать не только о татарской культуре, но и о целом этапе развития просвещения в стране. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. В столице Татарстана завершился международный архитектурно-строительный форум «Хозаныш». На нем группа компаний «Садовое кольцо» представила свой флагманский ЖК и получила диплом за первое место в одной из номинаций смотра конкурса. Подробнее в нашем материале. Здравствуйте. На своем стенде группа компаний «Садовое кольцо» представила Раису Республики свой флагманский жилой комплекс премиум-класса «Савин Премьер». Он расположен на первой линии реки Казанки. Особое внимание при проектировании уделялось фасадам. У нас присутствует здесь современный ар-деко. Особенность башни является наличие вот таких перевернутых арок. Это окна. Особое внимание уделялось архитектурной подсветке, учитывая, что башня является доминантной на береговой линии, просматривается даже с Кремля. Эта локация, она для города на самом деле очень интересна, потому что в будущем перед жилым комплексом планируется масштабный проект «Парк спортивный». Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на этот год. Он станет завершающим этапом формирования квартала Савин-Сити, одной из престижных локаций столицы Татарстана. Первое место и спецприз «Выбор горожан» присуждается группе компаний «Садовое кольцо» и Бюро архитектурных и дизайнерских решений 5. Еще один проект группы компаний «Садовое кольцо», жилой комплекс бизнес-класса «Савин Фэмили», признан лучшим среди реализованных жилых комплексов на смотре-конкурсе «Казаныш». Одни из новейших достижений агропромышленного комплекса представят на выставке «Казань-Агро-2025». В этом году поменяли и название, и формат. Казань представят как центр инноваций в сельском хозяйстве. Более 300 участников и 12 тысяч посетителей из разных регионов России и зарубежья. С 12 по 14 февраля выставка достижений агропромышленного комплекса «Поволжье» развернется на Казань-Экспо. Традиционно состоится обширная деловая программа, которая охватит все направления АПК. Центральным событием деловой программы станет итоговая коллегия Минсельхоза Республики. Казань-Агро – это возможность узнать о тенденциях отраслевого рынка, обменяться опытом и показать свои достижения. Приглашаем жителей республики и регионов Поволжья посетить это масштабное мероприятие. Особое внимание уделят научному слэму. Он объединит научный подход ВПК и студенческие стартапы. Так молодые ученые представят свои научные разработки и результаты исследований. Традиционно выставку посетит Рустам Миниханов. Казань-Агро станет площадкой для диалога, презентации своей продукции, переговоров с потенциальными партнерами. Вход для всех свободный. Подробности можно узнать на сайте kazan-agro.ru. Алия Хайрудинова, ТНВ, Казань. Бегемотиха Захария вышла в финал международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Второй и последний этап голосования продолжится до 26 февраля. За корону первенства с нашей Захарией борются собаки из Самары, Калининграда, Уссурийска, Петропавловска-Камчатского, кот из Москвы и кошка Багира из зоны СВО. Она служит у артиллеристов и выслеживает дроны. Захария – старейший бегемот России. В декабре ей исполнилось 42 года. За королеву красоты можно проголосовать на сайте добровсердце.ру. Захария представлена в номинации «Братья наши» под номером 17.
Это были новости Татарстана. Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ и ТНВ Татарща. Здесь вы найдете еще больше информации и сможете посмотреть наши репортажи. Следите за нами и в других соцсетях. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. До встречи. Хотите оставить детям наследие, а не долги? Инвестиции с финансовым домом «Амаль» помогут. Звоните по номеру на экране. Здравствуйте. Мне по списку. Клубную карту дай. Отличная новость! Клубная карта со всеми выгодами теперь в мобильном приложении farmland.ru. Установите приложение и получите промокод на 500 рублей. В нашей сети клиника Джибадем мы встречаем пациентов со всего мира на их родном языке и предлагаем новейшие технологии, медицинский опыт и гостеприимство на уровне 5 звезд. От Джибадем Аташехир в Турции к вашим услугам для достижения превосходных медицинских результатов в онкологии, хирургии головного мозга, кардиохирургии, экстракорпоральном оплодотворении и педиатрии. Наш взгляд устремлен в будущее. Выбираете, где отдохнуть? Вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифаласу и Жминводы. Республика Татарстан, Менделеевский район. Пятигорские шубы. Сдайте старую шубу и получите скидку 40 тысяч на новую. С 10 по 23 февраля. Казань. Декабристов 154. Магазин Нарспи. Здравствуйте! С погодой на 11 февраля познакомлю вас я, Амирхан Калимуллин. В предстоящие сутки к Татарстану начнет приближаться атмосферный фронт. Подробнее после полезной информации. Для поддержания здоровья, особенно в зимние месяцы, фабрика здоровых продуктов предлагает вам попробовать свои согревающие чаи, волшебные сиропы и масла, натуральную косметику. И вся эта продукция наша, родная, из Лаишева. Приобрести продукцию можно по QR-коду на экране. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Зеленодольске и Балтасях будет пасмурная погода, без осадков. Температура днем 6-8, ночью 9-12 градусов мороза. В Буинске, Камском устье и Апастово тоже облачно, осадков не ожидается. Температура днем минус 7-8, ночью минус 9-10. В Чистополе, Новошишминске и Мамадыше ожидается облачность, без осадков. Температура днем 6-7, ночью 9-12 градусов ниже нуля. В Набережных Челнах, Менделеевске и Агрызе облачно, осадков не прогнозируют. Температура днем минус 6-7, ночью минус 10-11 градусов. В Альметьевске, Бугульме и Бавлах будет пасмурно, без осадков. Температура днем 6-7, ночью 11-12 градусов со знаком минус. Продажа квартир в жилом комплексе «Новые Горки», в строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой White Box в окружении Горкинско-Метьевского парка и шаговой доступности метро Горки. Узнайте подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2 677 677. В туристических городах республики тоже пасмурно. В Свияжске днем 6, ночью 9 градусов мороза. Будет облачно, без осадков. В Болгарах облачно, снега не ожидается. Температура днем 7, ночью 9 градусов ниже нуля. В Елабуге тоже облачно, без осадков. Температура днем 6, ночью 11 градусов ниже нуля. Санаторий Шифалысу и Жминводы осуществляет деятельность по направлениям: желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательная система, укрепление нервной системы, нарушение обмена веществ и многим другим. Преимущества санатория – питьевая минеральная вода Шифалысу, йодобромные ванны, сакские иловые лечебные грязи, лечебный климат, современная лечебная база. Выбираете, где отдохнуть? Вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифаласу и Жминводы. Республика Татарстан, Менделеевский район.
Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани будет облачно, осадков не обещают. Температура днем 5, ночью 8 градусов мороза. Атмосферное давление высокое, оно составит 771 мм ртутного столба. Ветер западный около 2,5 метров в секунду. Влажность 78%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Это все о погоде. Удачного вам начала рабочей недели. Всего доброго.